Сразу по прибытию в Абхазию делегация приступила к осмотру объектов инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Начали с Гагры. В сопровождении вице-премьера, министра экономики Кристины Узган, главы администрации района Юрия Хагуш и начальника ОКС Тимура Агарба российская делегация осмотрела парк Принца Альденбургского и Колонаду. Восстановительные работы парка осуществляются в рамках мероприятия развития города Гагра как курортно-туристического центра. Благоустройство и озеленение территории осуществлялось предприятием «Абхазстрой». Общая стоимость работ более 71 миллиона рублей. На данный момент работы приостановлены в связи с отсутствием возможности финансирования мероприятия, так как стоимость контракта не соответствует лимиту финансирования, предусмотренного инвестиционной программы 2021. Капитальный ремонт набережной, то есть мы заменили тротуарную плитку полностью, заменили все коммуникации, которые проходят по территории парка, дренажную систему отремонтировали, энергоснабжение, освещение и озеленение частичное предполагается. Но на данном этапе практически до конца уложена тротуарная плитка, берегозащитная стена. Протяженность набережной получается? 1,5 километра. 1,5 километра вы поменяли плитку, да? Да, практически до конца. Но в связи с тем, что финансирование остановлено, сейчас работы не ведутся на объекте. Там небольшой участок остался. Да, остался небольшой участок. И внутри парка тоже предполагается укладка тротуарной плитки. В центре Старой Гагры расположилась старейшая и самая известная достопримечательность нашей страны – Колонада. Работы по объекту завершены, и он введен в эксплуатацию. Общая стоимость работ – 17 миллионов рублей. Далее делегация во главе с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым посетила проект компании «Тотус» современную гостиницу «Морская», к строительству которой приступили в 2017 году, получив льготное кредитование в российском банке в размере более 229 миллионов рублей. Объект представляет собой 7-этажное здание на 78 номеров. Строительство не было завершено в заявленные сроки. Осталось только ввести, да? Ввести в эксплуатацию. И с банком договорились, что они докредитуют. Нам кредитование здесь не нужно. Или не нужно? Укладываемся. Там два других вот так? отеля. В рамках инвестпрограммы тоже Софинансирование мероприятия проводились. Да, это энергоснабжение этого отеля, установлены трансформаторные подстанции, линия высоковольтная проведена, канализация, водопровод, дорога. Может, не для этого, а в целом, наверное? Нет, здесь? именно для этого объекта. Именно здесь, да? Там программа, когда запускалась, практически по многим объектам софинансирование по линии инвестпрограммы. 23 миллиона рублей по софинансированию проекта по инвестпрограмме было получено. Тут мощности свободные какие-то есть еще? Ну, тут у них две подстанции по 1 мегаватту, одна резервная, одна рабочая, которую они будут использовать. Осмотрели и напорный коллектор очистных сооружений канализации в Гагрском районе. Пока объект не работает. Чтобы он начал функционировать, необходимо подвести магистральный трубопровод протяженностью 11 километров и общей стоимостью 240 миллионов рублей к очистным сооружениям. Однако контракт на строительство напорного коллектора пока не заключен в связи с отсутствием необходимого лимита финансирования, а старый коллектор находится в непригодном для эксплуатации состоянии. Стоит сколько проект? Ну, у нас стоимость проекта 1,5 миллиарда рублей. И плюс коллектор 1 700 000. Ну, плюс коллектор, да, это отдельное мероприятие. 1,5 миллиарда Но стоит очистные. в программах в 17-19 программе и в 2021 у нас всего 580 миллионов было Он заложено. законтрактован Да. или как? Да, он законтрактован. Вот представитель подрядчика. Можно вас подойдете? Профинансировано 206 миллионов, работ выполнено. И вы что делаете сейчас? Сейчас пока стоим, А почему? приостановлено было финансирование объекта. Пока определяли схему. Да, дальнейшую. пока определялись дальнейшую схему работы, и на это время была приостановлена работа. Есть акт выполненных работ на сумму 13 миллионов, тоже, пока его мы не финансируем. Стояла задача пересчитать смету по ценам 2020 года, 2021 года. Мы пересчитали, но еще не прошли экспертизу в Российской Федерации, так как получили одобрение всего 10 дней назад. Ну да, смету надо пересчитать, потому что закрывать вы будете там в рамках новых смет. Да, то есть Понятно. мы немножко потом у нас кредиторка будет появляться. Поэтому сейчас, как только закончим с актуализацией, и дальше будем двигаться. Но вы расписали, я правильно понимаю, Да. график, что в рамках корректировки сметы дальше подрядчик продолжает работать, вернее, точнее, так? Да.
Далее члены делегации посетили очистные сооружения канализации. Общая работа по объекту на первом этапе составила 582 миллиона рублей. Финансирование было открыто в 2017 году. Лимит 2021 года – 372 миллиона рублей. По инициативе УКС Республики проводится перерасчет сметной стоимости на текущий уровень цен, после чего будет принято решение о дальнейшей реализации мероприятий. 5 КНСок у нас в Гагре, вот основная узловая. Она готова, функционирует. Остается только там полпятая. Мощность какая это, четвертая? Мощность 12 тысяч кубометров в сутки. 12 тысяч Да. качает? Да. А очистные на 20 строят? Часы на 20. А зачем? Там еще Пицунда. Пицунда. Будет. Пицунда туда будет Да. добавлять? Да. То есть это не один коллектор? Да. Пицунский коллектор это другой. Он туда же другой. подходит, к этим очистным. Сейчас в работе сколько? В работе 4, пятая пока 4? не функционирует. Да. Пятая не функционирует, там есть какие-то технические... Это у него резервное питание? Да, генератор, подстанция с 2 трансформаторами. Ну и здание старой насосной Старое станции. здание вот так выглядит. Да. То есть они стоят рядом с новыми КНСками. Делегация также посетила подстанцию 220 БЗИП. Ее реконструкция предусмотрена в рамках инвестиционной программы «Содействие социально-экономического развития Республики Абхазия» на 2020-2022 годы. Предусмотрены работы в несколько этапов, что позволит увеличить мощность подстанции. Здесь уже установлен новый трансформатор мощностью 125 мегаватт стоимостью 145 миллионов рублей. Еще один аналогичный трансформатор будет доставлен на подстанцию в ближайшее время. Второй трансформатор заказан уже в рамках существующего контракта. 149 миллионов рублей. Когда поставка? Поставка через 6 месяцев. 6 месяцев? То есть в этом году поставите В этом году и в ставим. этом году закончите? Нет, реконструкция у нас рассчитана на 2 года, 21-22 год. 22 Вся, год. да. А трансформаторы, которые здесь были, их куда направляете? Один трансформатор сгорел тут вовсе. В последнее время подстанция работала на одном трансформаторе, 63 мегаватта. Вот он стоит, демонтированный. В принципе, на капитальный ремонт отправим, а потом уже руководство Черноморэнерго решит, куда-то. ремонтируете, нет? Далее члены делегации направились в столицу, где посетили подстанцию Сухум-1. Помимо того, что подстанция нуждалась в капитальном ремонте, который был заложен в инвестпрограмму, она пострадала еще и во время пожара в прошлом году. На сегодняшний день значительная часть работ уже проведена. Рабочая командировка российской делегации во главе с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым продлится в Абхазии 3 дня. Ее цель – обсуждение вопросов социально-экономического развития страны. У нас на повестке дня много вопросов, в том числе, конечно, энергетика, инвестиционная программа, ее реализация, этапы, решение вопросов реализации программы гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации, а также завершение процесса реализации проектов, связанных с льготным кредитованием. Вот, в принципе, это тот блок вопросов, который мы предполагаем рассмотреть. А по объектам пока итоги? Итоги мы будем подводить уже завтра. У нас будет совещание в правительстве. Сегодня мы осмотрели ряд объектов инвестиционной программы 2020 года, в том числе переходящих от программы 2017-2019 годов. 16 апреля Сергей Назаров намерен посетить строящиеся объекты в Тхорчале и Ачимчирском районе. Сария Кварацхеля, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.